селе Тагаево Мариинско-Посадского округа отпраздновали 15-летие со дня основания гостевого дома-музея Даньковых. Туристы из разных регионов страны съезжаются в дом, где их ждут, чтобы познакомиться с чувашской национальной культурой, традициями и обычаями, бытом чувашского народа прошлых веков, попробовать национальные блюда, принять участие в чувашских обрядах. Подробнее в нашем сюжете. Радушная хозяйка дома Людмила Данькова и участники фольклорного коллектива «Шульгеме» в национальных костюмах встречают гостей традиционным чувашским хороводом, песнями и танцами. Экспозиции дома-музея повествуют о бытии и традициях чувашского народа. Все представленные экспонаты можно не только трогать руками, но и использовать по назначению. Например, попробовать в действии ткацкий станок и прялку, взбить масло в старинной ступе, покачать люльку, напевая колыбельную. Пачине, папине, седу, какаду. Идея создания музея у Людмилы Даньковой возникла в 2006 году. Все началось с небольшого кревеческого уголка в сельском клубе. Но вещей стало много, и они с мужем превратили старый домик, где когда-то жила бабушка Людмилы, в маленький музей. Значительную часть собрания составляют предметы этнографии, которые имеют историческое значение. Самый первый у меня это... У мужа прапрабабушки сундук. Это 1823 год. Я не стала его выбрасывать. Там орнаменты интересные, красивые. Он у меня действующий. До сих пор там у меня все чувашское. Для гостей там я быстро переодеваю. Старинные. Самые старые еще у меня лапти есть. 1873 год. И солома. Это же я просто воду окунаю. И это... сушу. Не трогаю руками дальше, чтобы не ломать. В другом помещении есть императорский стол. Я сейчас 15-летию музея сделала выставку. «Мир моих увеличений» называется. Там старинные картины. Я их начала в феврале реставрировать. И вот до сих пор, до сегодняшнего дня их я чиню, мою, стираю, глажу. Это на рамы другие красивые вешаю. Австралии, Бразилии, Германии, Италии, Китай шершевесенчен турсем болна. С 2008 года в этом гостевом доме побывали туристы из разных уголков России и мира. Для желающих отдохнуть здесь разработана программа «Выходные на селе». Проводятся мастер-классы по приготовлению национальных блюд и чувашского пива. Односельчане во всем стараются помочь. Галина Мадянова готовит для туристов хуран-кукли и шурпе. Очень талантливый, очень трудолюбивый. Не знаю, куда спит, не знаю, куда все домашние дела делать. И скотину держит, и внуков воспитает. Очень добрый, очень трудолюбивый, в общем. И дети такие же. Выбрасывает старые мебели. Людмила Геннадьевна все собирает, реставрирует, перекрасит, все на место поставит. В музее что есть, все она реставрирует. Все моет, чистит, мы помогаем, правда? Одной тяжело все сделать. Такая она старательная. Идей очень много у нее. Дай ей Бог здоровья, чтобы она не бросила эту работу. Активно действует программа развития сельского туризма в Мариинско-Посадском муниципальном округе. Ее реализация стала одним из направлений социально-экономического развития округа. В туристический маршрут Чувашии включен и гостевой дом Даньковых. Дом, где вас ждут. Надежда Морозова, Ольга Артемьева, Бахтияр Велиев, Республика.